Здравствуйте, это проект «Своих не бросаем». С вами Лиана Кириллова. И Артур Галеев. Прошло больше полугода с момента, когда в республике сформировали добровольческий мотострелковый полк «Башкортостан». Середина августа бойцы на передовой. И сейчас часть из них находится в краткосрочном отпуске. Мы не могли не воспользоваться такой возможностью, и сегодня гость в нашей студии – механик-водитель зенитно-артиллерийской батареи имени Шарифа Сулейманова полка «Башкортостан» Евгений Владимирович Белов. Здравствуйте. Здравствуйте. Евгений, большое спасибо, что во время вашего короткого отпуска вы нашли время и пришли к нам в студию. Мы знаем, что у вас очень интересная история. Вы подписали контракт вслед за вашим сыном. Расскажите, как это произошло? Все верно. Ну, так скажем, сын у меня немножко воспитан в патриотических таких традициях. Он прошел срочную службу и завел семью. Соответственно, ситуация в стране позволила, ну и, так сказать, обязала его, наверное, да, в первую очередь встать в ряды на защиту Отечества. Он ушел на СВО, и благодаря, наверное, его примеру, в этом случае отец пошел за сыном, да, нестандартная ситуация, но мы приняли такое решение. То есть буквально там через месяц, в конце мая, я также записался в добровольческий отряд и примкнул к полку «Башкортостан». Евгений, скажите, а вот сын служил на срочной службе. Опыт срочной службы ему пригодился? Да, все-таки опыт срочной службы, хоть это разные рода войск, ну, дает определенную дисциплину, порядок, да, распорядок дня, ну и способы поведения, знания каких-то оружия, ну и маломальских, так сказать, уставных всех законов, требований. Евгений, а вот смотрите, какая была ваша реакция, когда вот сын подписал контракт? Ну, реакцию сейчас, наверное, уже не опишешь такими словами, она все больше была на эмоциях. Но мы это пережили, как бы мы это приняли, это его решение. Ну, соответственно, следующее решение было за мной. Но вы ушли с разницей в месяц, на боевое слаживание попали вместе с сыном или нет? Да, мы уже на боевое слаживание вместе с сыном встретились, то есть воссоединились благодаря руководству там полка и руководителям Республики Башкортостан. То есть это изначально было проговорено, что если это династии, то они вместе, если это братья, то то же самое. То есть все было так, как задумывалось, так и случилось. Евгений, вот честно скажите, тяжело было на боевом слаживании? И вообще, был ли у вас опыт срочной службы до этого? Да, если отталкиваться от того, что у меня не было опыта срочной службы, ну, это одна из мотиваций, да, заполнить пробел, наверное, в жизни. Мне было, ну, не то чтобы тяжело, наверное, сложно. Сложнее, чем это в силу возраста, в силу каких-то физических особенностей, да. Обучаться, получается. Обучаться, да, ну, и, то есть мне нужно было познавать все азы с самого начала. Если это у ребят, как сказать, следующего поколения, да, у молодых ребят это было проще все, то здесь мне приходилось немного догонять их, да, в качестве догоняющего быть. Ну, а в зону СВО вы тоже вместе с сыном отправились? Да, мы уже были в одной, так сказать, боевой единице, и вместе в один день мы отправились, то есть, в зону СВО. Евгений, ваш сын сейчас находится с вами в отпуске, и наши коллеги встретились с ним. Давайте посмотрим сюжет. Последние дни короткого отпуска подходят к концу. Вместе с супругой Владиславой Дмитрий Белов гуляет по Парку Победы и старается запечатлеть в памяти эти ценные минуты общения. В зону СВО Дмитрий хотел уехать еще в прошлом году, вслед за тестем, который, будучи военным, заходил за ленточку в числе первых. Но все сложилось только весной 2023 года. Я как бы долго не задумывался, понимал то, что я не могу здесь сидеть, как бы нужно ехать. Вот. Долго не думал, никому даже не говоря, ни жене. Я под самый конец, получается, сказал ей, то, что я собираюсь, я еду. В Уфе Дмитрий Белов работал на заводе. В составе зенитно-артиллерийской батареи имени Шарифа Сулейманова полка «Башкортостан» он оператор автоматизированной системы управления. Анализирует обстановку в небе, обнаруживает вражескую технику и беспилотники. Вместе с отцом, который подписал контракт вслед за ним, Дмитрий служит, что называется, плечом к плечу. Отец сказал то, что ты там, я дома не могу сидеть. Получается, приехал ко мне и попал ко мне. Мы вместе служим. Из-за него переживаю, когда он уезжает на позиции. И он также за меня переживает, когда я на позиции, а он на отдыхе.
Но зато мы друг другом как бы легче в плане того, что поддерживаем друг друга. Дмитрий вместе с супругой Владиславой воспитывают 3 детей. Беловы гордятся главой семейства и ждут его скорейшего возвращения с победой. Я очень горжусь своим мужем, потому что не каждый может так ставить свою семью, детей и пойти на защиту своей родины. Дочка 5 лет старшей, она ходит и говорит: у меня папа на солдатской работе, папа у меня герой. Сын, он еще так немного не разговаривает, но он играет, у него пистолет, автомат есть тоже, ходит, стреляет. Это папа, говорит. Ну, вот, гордятся в садике, у меня дочка всем рассказывает: папа у меня солдат, папа у меня детей защищает. Вот, дети гордятся. Это проект «Своих не бросаем». Я напоминаю, что у нас в студии сегодня механик-водитель зенитно-артиллерийской батареи имени Шарифа Сулейманова, полка Башкортостан Евгений Владимирович Белов. Евгений Владимирович, только что мы посмотрели сюжет о вашем сыне. Скажите, пожалуйста, а как отреагировала семья на то, что вы решили подписать контракт? Ну, семье, наверное, больше пришлось свыкнуться с решением. Все-таки это было мужское решение, оно принималось, наверное, единолично. Вот, но домашние тылы, они настолько сильны, которые приняли все и поддержали. Низкий поклон вам, Евгений. Ну и вашей семье за то, что мужественно приняли ваше такое решение. А, Евгения, до подписания контракта мы знаем, что вы работали начальником отдела Центра мониторинга аварийного жилищного фонда и покинули руководящую должность ради того, чтобы пойти вместе с сыном на СВО. Сожалений не было? Нет, к сожалению, ни грамма нет. То есть, если в стране такая ситуация, когда требуется помощь, то есть мы, люди такие, государственные, гражданские служащие, посвятили себя, ну, Служению служению, государству, да, так или и иначе. народу, так скажем, то если это надо, то надо. Коллеги как восприняли эту вашу новость? Ну, для коллег, наверное, было больше шоком. То есть никто, наверное, не ожидал такого скоропалительного, быстрого решения. То есть они сначала узнали, да, что ушел сын. Вот, но то, что отец соберется следом за ним, для них было там шоком, да. Ну и история, которой они могут гордиться, что вот их коллега совершил такой поступок. А, кстати, ваша должность, она за вами сохраняется, или вы прям написали заявление об увольнении и ушли? Нет, должность будет сохраняться. Я написал заявление о приостановлении срока действия контракта, да. Ну, то есть гордиться еще, наверное, рано. Пусть поддерживают, как они это делают до последнего времени, да. Ну, а мы примем, наверное, все усилия, чтобы потом нас вспомнили. А как вас поддерживают коллеги? Ну, вообще, так скажем, от республики колоссальная помощь. То есть на сегодняшний день, наверное, очень приятно служить в именном полку Башкортостан. Если чего-то не хватает, мы сообщаем родным, близким, они идут на контакт с работодателем, ну, либо с руководством республики. У нас все, в принципе, есть. Вот это не на камеру такой вот, как сказать, наигранная фраза, да, это хотелось сказать, я с этим пришел. То есть на сегодняшний день вот... Вы ни в чем не Ни в чем не нуждаетесь, у нуждаемся, вас да. все есть. Обеспечение у нас колоссальное. Вплоть от хозбытовых условий до, ну, питания, одежды, обмундирования и вооружения. То есть это вот, ну, не слова просто, поверьте. Ну, а находясь в зоне СВО, почему-то скучаете? Чего там не хватает? Ну, всегда не хватает семьи, да? Безусловно. Общение с близкими. Ну и воспоминания какие-то, бывает, навеивают. Евгений, скажите, пожалуйста, а вы в зоне СВО служите с сыном вместе, в одном взводе, в отделении или в роте, например? Даже в одном расчете. Вы в одном боевом расчете? Да, то есть вы с сыном постоянно взаимодействие? Постоянно взаимодействие в одном блиндаже, то есть мы вместе выполняем одну работу. То есть у нас маленькое подразделение, соответственно, расчет состоит из 4 человек. Мы выполняем те боевые задачи, которые ставит руководство полка, то есть вместе рука об руку. Честно, вот если бы я служил со своим отцом, я не знаю, просто Ну, это это такие... очень здорово чувствовать поддержку Поддержку родного чувствовать человека это рядом. одно, но переживать постоянно, постоянные прилеты, постоянные бомбардировки, то есть, тем более техника такая специфическая, она именно стратегического назначения, и я не знаю, я бы за отца просто каждую секунду бы молился, так же, как и за себя, и за все отделение. Ну, кто-то за отца переживает, вы наверняка каждый день там за сына переживаете, находясь на передовой. Что есть, то есть. А к должности механика-водителя уже привыкли? Ну да, в принципе, это... Ну, МТЛБ, то есть, это как трактор. Да, это стандартная Это- работа, то есть мы ее должны выполнять.
Евгения, ну вот сейчас у нас приближается зима. Какие-то особенности несения службы зимой есть? К чему-то, ну, уже готовитесь к этим погодным условиям? Потому что если летом просто выкопал окоп, то зимой нужно как-то утепляться. Да, наверное, сезонные все-таки моменты внесут свои корректировки, да, где-то утепление, где-то там печки, теплая одежда. Опыта нет, то есть, скажем так, прямо сравнивать есть с чем. Но я так считаю, что мы ко всему готовы. То есть все теплые вещи у нас есть, печки есть, блиндажи выкопанные, дрова заготовленные. Где-то что-то, если не успеваем, то опять-таки помощь. Стоит только об этом как бы, ну, озвучить, да, проговорить, все приходит. То есть я думаю, что и зиму, и весну мы переживем, то есть и все поставленные задачи мы выполним. Алла Берса. Евгения, как в целом ребята сейчас на передовой? Боевой настрой, вперед за Родину? Ну, дух у всех боевой, в принципе. Всех шли с одним настроем. Такая, так сказать, температура, атмосфера, да, в подразделениях, она дружественная, все сплоченные, все готовы рвутся, так сказать, в бой. Евгения, ну сейчас вы находитесь в отпуске. Чем занимаетесь? Только с семьей время проводите или все-таки хватает времени на какую-то, может быть, общественную деятельность, встречи с подрастающим поколением? Чего больше не хватало, того и восполняем, да, то есть семье больше внимания отдаем. Ну и на общественную работу оставляем долю. Появлюсь в детском садике, обязательно переговорю с детьми. То есть отвечу на вопросы, если какие-то появятся, да. Вот. Ну а так, это парки, скверы, это бассейны, какие-то культурные, спортивные, массовые мероприятия. Ну, ради чего, в принципе, я и приехал. С детьми, с семьей, все вместе. Большое спасибо за беседу. Успешной вам службы и пусть удача всегда будет рядом с вами. Спасибо. Ну а с вами, уважаемые телезрители, увидимся через неделю. Это проект «Своих не бросаем», о том, что касается всех и волнует каждого. До встречи.